Ведь этот шар вот так, с руки на руку, на самом деле вы не физическим телом это делаете. And as soon as you realize this, И как только вы это осознаете, you've got it. вы поняли, в чем смысл. So I'm giving you this homework. То есть я вам даю такое домашнее задание. I'll be back here tomorrow. Я здесь I буду think. завтра снова. I'll be back here tomorrow, and we'll continue this. И мы продолжим это. Because I kind of squished a whole bunch of stuff in a very short period of time. Потому что я на самом деле засунула очень большое количество всего в очень короткий период времени. So now you know you've got the ball. Теперь вы знаете, что у вас есть шар. You can move it around. Вы можете двигать его. And then you've got arms that can manifest energetically. И вы знаете, что у вас есть руки, которые могут проявляться энергетически. And you can do all kinds of very, very interesting things. И вы можете делать совершенно различные интересные вещи. And in case I die tonight, И в случае, если я умру сегодня вечером, those of you who really understand this, те из вас, кто действительно понимает, о чем идет речь, can exchange with the deities on that level. могут обмениваться с божествами на этом уровне. Think about that. Подумайте об этом. And then, of course, somebody may say, I know somebody's going to say, И, конечно, кто-то может сказать, и я уверен, что кто-то наверняка скажет, that energetic arm which held the ball, that's not spiritual. что вот та энергетическая рука, которая держит этот шар, это не духовно. And they will have some very sophisticated explanation of the material this and the material that and the material other thing, and then they will categorize it. И у них будет очень изысканное объяснение материального того и материального этого, и они потом все это поместят в определенные категории. And when it's categorized, they will condemn it. И когда это будет помещено в какую-то категорию, они это проклянут. They will say, that is a that. Они скажут, что то — это вот то. And that is no good. И вот то — это как раз ничего хорошего в этом нет. So we're going to avoid all that stuff. Но мы избежим всего вот этого. Because if you feel it, Потому что если вы это чувствуете, and you can be here with the deities, and you can exchange with them in that и way, вы можете быть здесь с божествами и обмениваться с ними таким образом, would any sane person try to make a category to fit it in? может ли какой-то разумный человек создать какую-то категорию, в которую это можно поместить? If you need to do that, you're nowhere near ready to even attempt this. Если у вас есть такая потребность поместить это в какую-то категорию, то вы даже рядом не стоите с тем, чтобы пытаться это сделать. Because that is, again, the male, rational domination, have to do it so. Потому что это опять вот этот мужской тип отношений, рационализаторский, что это должно делаться таким образом. I'm going to take about maybe 5, 7, max 10 minutes of questions if you have any. Сейчас на 5, 7, 10 минут будут вопросы, если они у вас есть. And again, I'm kind of feeling a little bad that I stuffed all of that down so quickly. И опять же, я чувствую себя не очень хорошо из-за того, что так вот на вас все это очень быстро выбросил всю эту информацию. Because when you have a very divergent audience, Потому что когда такая people with all различная kinds of experiences, аудитория, люди с совершенно различными опытами, who just happen to be in the same room, it's very hard to do these very interesting things so that would be equally relevant to everybody. то и у всех разные опыты, и они по-разному это воспринимают. Очень тяжело сделать это так, чтобы это имело какую-то ценность, значение для всех. And again, if you can't feel, if even you wake up and you can't feel, just feel your hands. И опять же, вот, например, вы с утра проснетесь, и вы не можете почувствовать этот шар, просто почувствуйте свои руки. This is called sensitizing the hands. Это означает, это называется придать чувствительность как бы рукам. Making your hands aware. Делать так, чтобы ваши руки воспринимали. And then hug the tree or hold the ball. И потом обнимите дерево или держите шар. For as long as you can. Так долго, как вы можете. Because you will be building chi by doing that. Потому что вы будете наращивать, выстраивать ци, делая это таким образом. Again, any question? Опять же, вопросы. А тут есть только чувствование этой энергии или добавляется визуализация собственной тоже? Is there only feeling of this energy or is there visualization as well?
Well, it depends. I mean, at one point I also heard, I've never smelt. I see and hear, mainly see and feel. I've never tasted or smelled, but I have heard. So, I suppose it depends on you. Это бывает по-разному. То есть, например, в какой-то момент я не чувствовал запахов, и, соответственно, можно сказать, что там я чувствовал и слышал, или я чувствовал и видел. То есть это на самом деле зависит от вас, как вы это воспримете. I don't consider this visualization. Я не считаю, что это визуализация. I'm not visualizing something. Я не визуализирую что-то, не представляю это. I am attracting something. Я привлекаю что-то. And then feeling it. И потом чувствую это. It's not that this ball in my hand is a product of my visualization. Это не так, что вот этот шар в моей руке продукт визуализации. And it's not that I visualize it moving from one to the side to the other. Because if it hasn't reached the other side, I don't feel it until it comes. И я не визуализирую, как он от одной руки перемещается к другой, потому что пока я не почувствую его в другой руке, его там нет. And in fact, as long as my mind thinks of something or is visualizing something, it doesn't work. И на самом деле, так долго, как мой разум рационализирует это или визуализирует что-то, это не работает. The mind is off. Разум должен быть отключен. As soon as the mind goes on, как только включается разум, things get out of balance. То все становится разбалансированным. And visualization does depend on the mind to some extent. И визуализация зависит до какой-то степени от разума. Yeah. А что в конце делать с этим шагом? What should we do in the end with this ball? In the end? What do you mean, when you're done? Вы имеете в виду, когда вы закончили? Ну, да. Yes. You want to know what I do? You might laugh. Вы хотите знать, что я делаю? Вы можете смеяться над этим. I smash something with it. Я разбиваю что-нибудь им. I told you that. Я вам говорила об этом. After all, I just learned this from a martial arts expert. В конце концов, я научился этому эксперту по боевым искусствам. He's very good at smashing things. So Он I очень хорош в том, чтобы разбивать вещи. I will offer my respect at the end by smashing something. Поэтому я предлагаю ему знак моего почтения, я разбиваю что-нибудь этим шагом. I don't know if his idea was that I was going to have you come close to Gornatai. I don't even think he's aware of Gornatai. I have no clue. Я не думаю, что у него была идея, что я буду в конце концов посылать этот шар в Гауру-Китай. Я думаю, что он даже не осознает, что существует Гауру-Китай. But that's a fun question. Но это хороший вопрос. Yeah. And how we can feel the ball in the hand of the deities? I mean, because when we... Russian. Как мы можем почувствовать этот шар в руках божеств? Well, you don't feel the ball in the hand of the deities. Вы не чувствуете шар в руках у божеств. But if they throw it at you, you'll feel it. Но если они швырнут в вас шаром, то вы это почувствуете. I'm not going to tell you what was going on while I was standing here trying to show you something, because it's too wild to tell you. But я не буду говорить вам, что здесь происходило, пока я пытался вам тут что-то показать, потому что это слишком дико. There's one deity up there who doesn't play by the rules. Там есть одно божество, которое играет не по правилам. What they did? What they did? Well, I'm sure you could figure it out. Что же они сделали? Харри говорит, я думаю, вы можете сами догадаться. Yes. Ощущение